Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов поручил должным образом подготовиться к предстоящему аграрному сезону. В Ашхабаде прошел второй день показа мод под эгидой ЮНЕСКО. Новый посол Турции вручил свои верительные грамоты президенту Туркменистана и другие новости. Обеспечить надлежащее функционирование сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в весенней кампании, предпринять меры для организованного проведения посевной картофеля и других плодоовощных культур, а также как следует подготовиться к предстоящему сезону сева, поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Соответствующие распоряжения прозвучали в ходе рабочего совещания по цифровой системе с хакимами вилаятов и вице-премьером по АПК. Наряду с этим глава государства поручил обеспечить бесперебойную работу отопительных систем на объектах социального назначения, снабжение электроэнергией, природным газом и питьевой водой населения вилаятов. В Доме моды Ашхабада прошли показы туркменской национальной одежды и текстиля, посвященные включению столицы в сеть творческих городов ЮНЕСКО. На мероприятии демонстрировались коллекции туркменских платков, вышивки и национальных костюмов. Выступления творческих коллективов дополнили модный показ. Состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с новым послом Турции в Туркменистане Ахметом Демироком. Дипломат вручил главе государства верительные грамоты. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений и отметили важную роль Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в развитии торгово-экономических связей. Также была подчеркнута значимость обучения туркменских специалистов в Турции. Президент Туркменистана выразил уверенность в перспективах дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран и пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности. Туркменистан посетила группа китайских ученых из различных научных учреждений. Целью визита были встречи с туркменскими коллегами. Для гостей была организована поездка в поселок Бокурдак. Китайцы осмотрели местную растительность, в том числе посадки саксаула, побывали в юрте местного жителя, попробовали блюда национальной кухни. Также делегация посетила метеостанцию в пустыне, где обратила внимание на необычные для этих мест посадки фисташки. Гости отметили усилия Туркменистана по озеленению пустыни и акклиматизации растений. На Туркменпортал вышел документальный фильм, посвященный известной туркменской актрисе, народной артистке Туркменистана Оразгуль Аббасовой. Съемочная группа пообщалась как с самой Аббасовой, так и с ее коллегами, которые рассказали много интересного о жизни и творчестве актрисы, подарившей множество положительных эмоций разным поколениям зрителей. В ОАЭ завершился 10-й ежегодный поход на верблюдах по пустыне. В нем приняли участие 37 всадников из 16 стран мира. Они преодолели расстояние в 550 километров. В рамках подготовки к походу все участники прошли двухмесячную подготовку, в ходе которой они освоили навыки управления верблюдом, путешествия в караване и выживания в пустыне. В Китае создали самую высокую в мире овощную ферму, работающую на роботах. Ферма расположена в провинции Сычуань и представляет собой 20-этажное сооружение. Она полностью автоматизирована, включая полив, сбор урожая и контроль за условиями выращивания. Благодаря новой технологии Китай сможет обеспечить население свежими овощами круглый год, независимо от погодных условий. Болельщики хоккейного клуба «Херши» в США установили новый мировой рекорд, выбросив на лед во время матча 74 599 мягких игрушек. Из-за огромного количества игрушек на льду игру пришлось приостановить почти на час. В это время игроки и волонтеры собирали игрушки в мешки для местных благотворительных организаций. Вратарь национальной сборной Туркменистана и футбольного клуба «Аркадак» Расул Чарыев попал в рейтинг самых высокооплачиваемых голкиперов Центральной Азии по версии портала «Трансфермаркет». Первое место в рейтинге занял вратарь сборной Таджикистана и клуба «Истеклол» Рустам Ятимов с оценочной стоимостью 900 тысяч евро. Страж ворот национальной сборной Туркменистана Расул Чарыев расположился на 6-й строчке рейтинга с оценкой 175 тысяч евро. В прошлом сезоне Расул в составе «Аркадага» стал чемпионом высшей лиги и обладателем Кубка Туркменистана, а также признан лучшим вратарем чемпионата страны в 2023 году. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Артуром, который ранее выступал за Палмейрас. В пресс-службе «Зенита» приветствовали нового игрока в Петербурге и пожелали Артуру новых достижений вместе с командой. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 59 матчах за Палмейрас во всех турнирах и забил 13 голов. Ранее «Зенит» сообщил о подписании контрактов с двумя другими бразильцами – нападающим Педро из Коринтианса и защитником Нино из Флуминенсе. Ушел из жизни легендарный немецкий футболист Франц Бекенбауэр, ему было 78 лет. Бекенбауэр считается одним из величайших защитников в истории футбола.
Он был капитаном сборной ФРГ, которая стала чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972. В составе мюнхенской Баварии Франц четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Германии, трижды Кубок европейских чемпионов. После завершения карьеры игрока он добился успеха как тренер. В 1990 году привел сборную Германии к титулу чемпионов мира. Таким образом, Франц стал одним из 3 футболистов в истории, выигравших чемпионат мира и как игрок, и как тренер. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.